Знаете, друзья, вот снова я возвращаюсь к проповедям, которые были у нас предыдущие. Каждый раз ты придешь к такому моменту, что в твоей жизни перемены, они упрутся в тебя самого. Каждый раз, когда тебе люди другие говорят, что все в Боге, все, там, главное, уповай на Бога, а Бог все сделает в твоей жизни. Там, что бы ты ни делал, как бы ты ни шел, все зависит только от Бога. Если не Бог, то там не дай Бог. Люди разные вещи говорят. Но на самом деле жить со Христом и ходить во Христе – это тандем твой с Богом. Это твое сотрудничество с Богом. Каждый раз, когда мы говорим о христианстве, я вам могу сказать, на протяжении веков христианство впадало всегда в одну крайность. Это началось еще с Кальвина. Это то, что мы знаем как кальвинизм. Сегодня мы это знаем как гиперблагодать, когда люди говорят, что все в Бога. Если Бог захочет, я стану хорошим мужем. Ну вот, извини, Бог пока что меня не смог сделать хорошим, поэтому у нас сегодня с Исаией непонятка произошла, да? Мы все на Бога перекладываем. Начали какой-то бизнес, у нас что-то не пошло, или что-то пошло не так, как мы запланировали в самом начале. Мы говорим, ну ладно, Бог, видимо, не захотел, чтобы я был хорошим бизнесменом. Начали детей воспитывать, и вдруг у нас там с детьми что-то пошло не так, мы бросили все на полпути. Ну ладно, у меня там не получается быть хорошим отцом, поэтому, сорямба, Бог меня не сделал хорошим отцом. Потом, например, я стал ходить в церковь, что-то пошло не так, как-то по воскресеньям, не складывается у меня вставать с кровати там ближе к 7 часам вечера. У меня там в это время я пью, танцую, там, я не знаю, с бабушкой встречаюсь, еще какими-то делами занимаюсь. Извините, Господь, не получилось, не срослось и тому подобное. И чаще всего мы вот здесь на Бога перекладываем всю нашу ответственность в следовании за Иисусом Христом. Но христианство настоящее – это твое партнерство с Богом. И чаще всего это партнерство начинается с тебя самого. Вот я, например, в течение недели ходил и размышлял, думаю, Господи, почему многие вещи не происходят? И у меня вдруг один отрывок из Нагорной проповеди возникает, где Иисус говорит очень простые слова. Он говорит, просите и получите, стучите и отворят. Ищите и найдете. И там интересно, там говорится о том, что Бог живой, что Бог отворяет, отвечает, Он дает возможность найти, но Он ждет. Прикинь, Он ждет. Он ждет какой-то инициативы с моей стороны. И Он ждет, когда же я все-таки начну просить. Когда же я все-таки начну стучать? Когда же я все-таки начну искать? И как только я начинаю делать какой-то первый шаг, как только я начинаю делать хотя бы в сторону Бога, какое-то, не знаю, решение даже, я просто говорю, Бог, я собираюсь. И в этот самый момент начинает работать Божья благодать. Вот Божья благодать – это всегда что-то, что приходит ответом на мой какой-то первый поступок. Не думай, что Бог – это такая личность, которая возьмет тебя спящего за шкирку, поставит и скажет, давай, делай. И ты прям побежишь и начнешь что-то делать. Он ждет, когда ты сам проснешься. Он ждет, когда ты встанешь. Он ждет, когда ты сделаешь первый шаг. Бог никогда не сделает за тебя и за меня первый шаг в любой сфере нашей жизни. Будь это отношения в семье, будь это отношения с Ним самим, будь это отношения в бизнесе, в любой сфере моей жизни, Бог ждет от меня первых шагов. Вот если вы будете читать Новый Завет, знаете, вот так классно было бы, вот я просто ничего не делаю, а Бог все делает за меня, и Он просто меня помещает в уже сделанную какую-то ситуацию, где уже вся работа произведена. Нет, каждый из нас, мы должны понимать, что весь наш путь за Христом – это путь веры, а путь веры – это когда человек что-то понимает, что-то принимает от Бога, что-то слышит от Бога, что нужно делать, и он
он делает первый шаг, а Бог его подкрепляет в этом первом шаге. И это партнерство, друзья. Нет другого христианства, кроме партнерства с Богом. Когда ты, например, в этот кальвинизм сваливаешься, сегодня не говорят кальвинизм, сегодня это заменили гиперблагодатью, когда все на Бога. Да, это такие вещи, которые, знаете, люди в кучу собрали и создали себе такого Бога удобного, когда ты ничего не делаешь, а Он делает все. Когда твоя доля ответственности, она тоже на Него переложена. И когда вдруг у тебя что-то не получается, ты говоришь: Бог, значит, ты, видать, не хотел, чтобы я был там хорошим мужем, чтобы я был хорошим отцом, чтобы я был хорошим верующим. Не получилось. Не получилось, извини. Сорямба. Знаете, и вот к чему я говорю про философию. Я в последнее время очень много думаю о разных ситуациях, о разных вещах, которые были когда-то. И я вспоминаю разных людей. И знаете, я понимаю, что есть какие-то люди, которые были в моей жизни, которые никогда больше не вернутся на мой путь. Или я не вернусь на их путь, потому что у нас пути больше не пересекаются. Какая-то часть людей, она вообще закончила уже свой жизненный путь. Какая-то часть людей, она полностью отпала от Христа. Какая-то часть людей живет в других частях мира. И я понимаю, что мне с ними не по пути. Наши пути когда-то разошлись. Когда я вспоминаю об этих людях, я каждый раз наталкиваюсь снова и снова на эти места Писания. Я головой своей вспоминаю эти места Писания, в которых Павел говорит, что моя жизнь – это марафон. Помните, я в прошлый раз говорил? Моя жизнь – это не спринт. Моя жизнь – это не просто искра, которая засветилась вот так ярко и пропала. Моя жизнь – это постоянно непрекращающийся костер, в который кто-то должен подкладывать бесконечно дровишки, чтобы этот костер не угас. И моя ответственность сделать все, чтобы этот костер, он прогорел столько времени, сколько было отведено Богом для этого. И знаете, что самое-то интересно, когда ты понимаешь, что твоя жизнь – это марафон, ты настраиваешься совершенно по-другому на эту дистанцию. Когда у тебя короткая дистанция, ты собираешься с силой, ты подышал, там как-то потренировался, поразминался, и ты понимаешь, что главное сейчас выстрелить тебе, а потом неважно вообще, что происходит. И сейчас ты, может быть, чуть-чуть не поел, чуть-чуть не попил, и ты понимаешь, что сейчас мне главное пробежать эту коротенькую дистанцию, и все, а потом трава не расти. Но на самом деле, друзья, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о жизни с Богом, когда мы говорим, например, о семье, которую мы строим в Боге, когда мы говорим о служении, которым мы занимаемся с Богом, когда мы говорим о вещах там плодотворных, о плодах вообще, которые нам необходимо принести, это путь длиною в жизнь. И здесь не подойдет спринт. Здесь надо настраиваться на то, что у тебя марафонская дистанция. И эта дистанция подразумевает очень много вещей в твоей жизни, когда тебе придется от многого отказаться, от многих вещей, скажем так, воздержаться, какие-то вещи на кого-то другого переложить, понимая, что это то, что не даст тебе добежать до конца твою дистанцию. Давайте несколько мест Писания посмотрим. Первое место Писания, мы в прошлый раз уже о нем говорили, но я снова хочу начать с этого места Писания. 2 Тимофею, 4 глава, с 5 стиха. Он обращается к Тимофею, как к своему ученику, и передает определенную мудрость этому человеку. И он говорит о себе. Сначала обращается к нему, говорит: ты будь во всем трезв, переноси трудности, делай свою работу, возвещай радостную весть, исполняй свое служение. И дальше он говорит о себе: а моя жизнь уже проливается, как жертвенное возлияние, и мне осталось совсем немного. Интересно, апостол Павел понимает, что он последние дни живет. А кто из вас может сказать, сколько лет вы еще будете жить? Сколько вам еще осталось? Вот прикиньте, вот, например, сидит Давид, ему 13 лет, и он уверен, что ему еще много. 70 или 80 лет впереди. Мне там 49, и я уверен, что мне еще много, как минимум лет сколько-то там я должен прожить. Минимум, да. Каждый из нас, мы же внутри думаем, что мы практически вечно живущие. А чем более ты молодой, тем более ты бессмертный.
Я помню, когда мне было там 15-16 лет, и мне говорили о каких-то вечных вещах, я думал, какой бред, какая ерунда, зачем мне это все надо? А потом хоп, и ты как Беркут, уже 25. А потом хоп, ты уже как Денис, тебе уже полтишок. А потом уже хоп, и ты уже даже не знаешь, о ком тебе сказать, чтобы не обидеть, тебе уже там за 50, да? И ты понимаешь, что твоя жизнь на самом-то деле, она очень быстро пролетает. А хуже всего, когда ты смотришь на жизнь людей, которые вчера еще были рядом с тобой, а сегодня этих людей нет, ты понимаешь в какой-то момент, что и твоя жизнь может закончиться. Знаете, нет нигде удостоверения от Бога, что я буду жить 85 лет. Никто не может гарантировать себе это. Даже если ты живешь самой сегодня зожевской жизнью, если ты там бегаешь, плаваешь, не жрешь лишнего сахара и т.д. и т.п., и ты просто идеальную жизнь ведешь, не факт, что ты умрешь в 85 лет. Никто не знает, ни у кого из нас нет удостоверения от Бога, что бы ни происходило, я до 85 доживу. Кто-то, может быть, завтра не проснется. Прикиньте. Ты сейчас скажешь: Денис, плюнь там через левое плечо, там, зачем ты нас проклинаешь? Ребят, это жизнь. И она такая. Есть куча людей, которые, например, начинали со мной, я вместе с ними когда-то общался. Это люди, которые меня наставляли. Есть люди, которых я наставлял. И этих людей больше нет. В какой-то момент их жизнь закончилась. И прикиньте, когда эти люди, они приходят к Богу, и они говорят: Бог, и что, все что ли? А я еще даже и не начал. Я еще даже и не въехал, что, оказывается, была приготовлена какая-то Божья судьба. Я все разминался. Я все ждал этой дистанции. А дистанция уже идет. Брат или сестра, ты уже в дистанции. Многие из нас, мы же мыслим как? Мы молодые, мы вечно живущие, мы фактически бессмертные. И мы начнем жить, когда закончим университет, когда устроимся на хорошую работу, когда купим хорошую квартиру, когда выйдем замуж за хорошего парня, когда родим первых детей, когда отучим вторых детей. И у нас постоянно есть какой-то момент, и мы до этого момента все еще разминаемся. Мы не бежим за Христом. У нас нет такого понимания, что сегодня я на дистанции нахожусь. Мы сегодня все еще ждем, что у нас когда-то там будет вот этот дяденька, который скажет: на старт, внимание, побежали. И ты побежал. Сегодня мы уже бежим. Прикинь, сегодня ты уже на дистанции. И я хочу, чтобы ты задумался, какую дистанцию ты преодолеваешь, какие задания от Бога ты исполняешь, куда ты следуешь, куда ты двигаешься. Знаете, вот когда мы осознаем, что сегодня уже идет жизнь, когда мы не живем этими моментами, которые исполнятся завтра. Вот завтра я закрою ипотеку, я стану свободным человеком, и наконец-то я, как эти немцы, в Норвегию поплыву на фьорды, и у меня жизнь начнется настоящая. И мы все так живем, мы все еще разминаемся, не понимая, что как апостол Павел, который говорит: тот момент, когда Бог меня призвал, в этот самый момент этот судья выстрелил и сказал: на старт, внимание, марш, погнали. В этот самый момент был этот выстрел, когда нам надо было бежать. Ребят, я хочу вас вдохновить. Живи сегодня с Богом. Живи сегодня с Богом, ставь сегодня реальные цели какие-то, радуйся сегодня с Богом, потому что, во-первых, завтра может не быть. Прикинь, завтра может не быть. Это вообще неприятные вещи, но это реальность жизни, завтра может не быть. А второе, когда ты ждешь, что завтра ты достигнешь каких-то целей, и ты вот-вот, ты начнешь как-то жить, ты начнешь что-то делать, строить семью, воспитывать детей. Завтра я начну служить для Бога, завтра я начну сахар жрать перестану. Завтра, вот завтра когда-то это что-то случится, я тебе могу сказать, ты все еще откладываешь старт своей жизни, который ты можешь проспать. Я хочу вас вдохновить сегодня, я хочу ободрить вас, я хочу, я не знаю, встряхнуть разум каждого из вас. Сегодня реальная жизнь с Богом у нас должна быть. И сегодня мы уже бежим наш вот этот марафон, который однажды закончится. Слава Богу за апостола Павла, который говорит о себе. Вот здесь он говорит такие слова: моя жизнь уже проливается как жертвенное возлияние, и мне осталось совсем немного. Не знаю, сколько бы я отдал за то, чтобы знать, когда закончится моя жизнь.
Счастливые люди были Авраам, счастливые люди были там вот эти патриархи, которые знали, Библия говорит, они знали, что, например, совсем скоро их жизнь закончится. И они могли приготовиться к этому. Но никто из нас, к сожалению, не имеет такого божественного понимания, и мы можем подготовиться к этому моменту. Этот момент может настать внезапно. И знаете, самое печальное, наверное, самое большое расстройство, самое большое разочарование, что ты можешь предстать перед Богом и сказать: Бог, а на самом деле я все еще даже и не начинал бежать, я все откладывал на завтра. Я все откладывал на потом. Когда вот я закончу университет, когда я получу хорошую работу, когда я обзаведусь хорошей семьей, когда я выращу хороших детей, когда я там детей женю, и наконец-таки я останусь свободным, а потом внуки, оказывается, появятся, и т.д. и т.п. Это бесконечно. Но сегодня Бог вдохновляет нас. Сегодня Бог побуждает каждого из нас. Сегодня бегите за Христом. Сегодня делайте все для того, чтобы однажды, когда мы предстанем пред Богом, мы могли бы сказать слова, которые сказал здесь апостол Павел. Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру. И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день. И не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает его прихода. Я в прошлый раз пытался это сказать. Венец праведности будет приготовлен тогда, когда мы закончим свой путь. Не тогда, когда мы его начнем, друзья. Если ты сегодня только думаешь о том, что ты начнешь какой-то труд, я тебе могу сказать, венца еще нет. Венец или награда с небес, благословение с небес, то, для чего Бог тебя однажды создал, это все будет с тем моментом, когда ты будешь заканчивать свою дистанцию. Нет ни одного вида спорта, когда человека там приветствуют какими-то наградами, сотнями тысяч долларов за олимпийскую победу на старте. И он такой стоит на старте, разминается, и ему там с одной стороны президент говорит: вот тебе подарок, квартира, с другой стороны мэр города стоит: вот тебе там 100 тысяч долларов, там с третьей стороны какой-то другой человек, спонсор, и говорит: слава Богу, ты начал, вот я там приготовил для тебя определенный подарок. Нет, это все ожидают людей, которые достигли результата, которые прибежали на финиш. Поэтому, друзья, наша ответственность, чтобы нам войти в наше призвание, на самом деле мы войдем в наше призвание, когда мы умрем. Да, мы сейчас делаем первые шаги, и это шаги начальные. Многие из нас, мы только эти шаги и видим. Мы так привязаны к этой земле, и для нас вот эти 70 лет, как люди живут здесь, на этой земле, это что-то важное. На самом деле это только первые шаги в то, в чем ты будешь находиться вечность. Вечность, друзья. Сегодня ты делаешь какие-то первые шаги в то Божие призвание, для которого Бог тебя однажды создал. Он же тебя создал не только, чтобы ты прожил 70 лет на земле. Он создал тебя, чтобы ты всю вечность находился в Его вечном царстве. И там был частью Его вечного Божьего плана. Когда ты вот так мыслишь, вот такими гигантскими масштабами, ты понимаешь, что вот этот маленький путь, который тебе необходимо пройти здесь, на этой земле, это всего лишь старт, который ты побежишь, и рано или поздно ты прибежишь к тому или в то место, где Бог тебя хочет видеть в конце концов. Поэтому, например, когда мы читаем о вечных вещах, о которых мы почему-то так часто забываем, там написано, что на небесах существует Новый Иерусалим, это город, к которому мы все стремимся. Это место, где мы все будем находиться. Это место, где мы все будем проводить вечность нашу. Другое место Писания, которое Павел продолжает в том же духе, это послание Коринфянам, 9 глава. И здесь написано так. Вы ведь знаете, что на стадионе в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Как так? Что значит бегите так, чтобы получить награду? Это значит, нужно что-то приложить. Знаете, вот как мне всегда непонятны вот эти люди, которые верят в какую-то вот эту гиперблагодать Христову. Я ничего не буду делать, все от Бога. Ну, что-то пошло не так, значит, Бог не захотел. Бог передумал там на полпути какие-то вещи. Нет!
Знаете, вот странно, если было какой-то человек вышел такой, я тоже буду бегать. И он такой встал вместе со спортсменами. И он такой на чиле, до этого там, я не знаю, где-то в пивбаре всю ночь просидел. Я слышал боксеров таких, которые вместо того, чтобы готовиться, из-за того, что они были крутые ребята в своей собственной голове, они по пивбарам тусили, еще по каким-то вещам тусили. А в это время его соперник и днем, и ночью бегал, отжимался, грушу там руками калашматил. И тот, который выходил на чили, который в пивбаре провел время, соответственно, и получал по голове. И было больно, видать, парню. И знаете, вот странно, во Христе почему-то мы думаем, что Бог как бы нас на крыльях пронесет, и нам не надо будет бежать. И все там отжимались, что-то там делали, готовились, а я сейчас выйду, и я просто вот на изи эту дистанцию пробегу. Нет, нет. Для тех, кто занимался когда-то спортом, даже об этом смешно думать, что ты, не делая ничего, сможешь пробежать, во-первых, всю дистанцию. Во-вторых, любой человек, который когда-то хотя бы чуть-чуть занимался спортом, он понимает, что любое достижение – это самоотречение, это от чего-то отказываться постоянно. Это когда твои друзья там тебе за углом, братишка, пойдем курнем, ты говоришь, ну. У меня есть цели, я стремлюсь к целям, я поэтому не курю. Там другие есть. Братишка, давай в игры покатаем. Какие игры? У меня нет времени, мне надо заниматься. У меня дистанция, которую мне надо будет потом пробежать, проплыть, проскакать, сделать какие-то вещи. Знаете, мне очень хорошо понятен мышление апостола Павла, когда он здесь говорит, что мы все отказываемся от всего, когда мы хотим что-то достигать на нашем христианском пути. Мне очень это хорошо понятно. Я долгое время занимался спортом, и я помню, когда, например, все остальные, они могли себе позволить там вальчики поиграть, они могли себе позволить просто там на расслабоне жить. Мне надо было каждое утро просыпаться, подниматься, хочу я, не хочу. Это было с 6 лет у меня в моей жизни. И я хотел или не хотел, я каждый день шел в свой бассейн, я там нырял на свою дистанцию, и тренер мне свистел и говорил какие-то вещи делать. И я хочу, не хочу, сдохну я по дороге на этой дистанции или не сдохну, я должен был это делать. И так каждый день. Знаете, многие люди говорят, у тебя, наверное, был такой драйв, заряд, и ты утром просыпался, и ты мечтал о бассейне. Я его ненавидел. Я утром просыпался и думал, ё-моё, это мне опять сейчас на 6-й троллейбус садиться, ехать вниз по Советской, потом на Киевской поворачивать, выходить, где дворец спорта, идти и в стужу, и в холод, и когда на тебя капает дождь, и когда валится град, и когда все остальные друзья в это время в теплой кроватке спят, ты приходишь, и там, знаете, вот этот парит бассейн, потому что на улице мороз, в бассейне вода теплая, и вот это все парит, и ты думаешь, Господи, за что? Ребят, достигают результатов только те, которые, во-первых, не сдаются. Во-вторых, те, которые что-то готовы от себя убирать в своей жизни, от чего-то отказываться. И люди, которые по-настоящему, они готовы, скажем так, делать над собой милым, над собой возлюбленным усилия и преодолевать самого себя. Не зря апостол Павел, он говорит про эти спортивные состязания. Он говорит, каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего, садится на диету, перестает встречаться с кентами, перестает находиться в Ютубе, перестает заниматься какими-то посторонними делами и делает это все ради получения результата. Дальше он говорит, мы же стремимся к венцу нетленному, поэтому я не бегу бесцельно, не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды. Давайте еще одно место Писания. Послание евреям. Я почему-то верю, что апостол Павел тоже его написал. И вот здесь 1 стих, он как продолжение вот этого спича о спортивных состязаниях. Он говорит, итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать. Да, апостол Павел писал послание евреям. Да, апостол Павел писал, я уверен, потому что либо это человек, который очень хорошо знал проповеди апостола Павла, и он решил сплагировать
плагиатить. Он думает, да что мне новое что-то придумывать? Вот сказал же уже один Божий человек. Я просто это перескажу. И здесь он говорит, давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети. И будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Дайте мне одного парня, который прям бегун. Дань, давай, иди сюда. Ты конкретный. По тебе видно, что ты чувак спортивный. Спортивный. Как думаете, как долго он пробежит? Давай, сколько? 20? Да нет, Даня. Да нет, а ну-ка вот так. А вот так. А вот так. Ага. Сколько он пробежит? Дарья. Сколько? 5 километров? Аллилуйя! Он трясется, друзья, я чувствую, как он трясется. Ребят, отпускай, Дань, спасибо тебе, спасибо. Я знал, что ты... А давай я на тебя. Знаете, Библия говорит, а есть духовное давление, в котором мы живем сегодня. И вот здесь апостол Павел говорит, ребята, давайте сбросим себя. Дань, спасибо, что ты не сбросил меня. Одно дело, когда я сам по себе, я что-то могу пробежать. А когда у меня неудобная обувь, я могу в ней в кине сниматься, но я в ней не побегу далеко. Потому что через километр у меня здесь кровавые мозоли будут. Факт. А прикинь, в джинсах, Тань, бежать 42 километра. Дурак, что ли? Я не добегу. Знаете, есть куча вещей в нашей жизни. Апостол Павел говорит, братан, ну ладно, с 2, 4, 15 метров ты пройдешь с этой ношей. С этим рюкзаком своего прошлого, с этой горечью, с этой ненавистью к человечеству. Да, может быть, тебе кажется, что ты проживешь так, как тебе сегодня удобно, но ты не сможешь пробежать ту божественную дистанцию, которую Бог для тебя запланировал. Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать. Что мешает тебе бежать, друг дорогой? У кого-то, знаете, жадность такая, что человек не спит, не ест, ему все вот у него глаза лопаются от того, как людям хорошо живется. Меня в одной церкви просят, пожалуйста, приди, проповедуй нам в нашей церкви там о клевете, о поношениях, вот об этих тупых разговорах. И ты понимаешь, просто людям... Им делать нечего, они бесконечно о ком-то чего-то говорят, какую-то информацию друг другу передают. Такое впечатление, что они никуда не бегут, они наблюдают только за бегунами. Знаете, вот семки щелкают и наблюдают, добежит, не добежит. А у него же одна нога хромая, а у него там то, у него сё, у него третье, десятое. Зачем? Библия говорит нам надо бежать и сбросить с себя все. И дальше написано, а также грех. То есть что-то, это могут быть заботы, переживания, это может быть, знаете, наш темперамент, да. Я просто такой по темпераменту. Я прихожу в собрание, мне неохота с вами петь, я такой по темпераменту. Мне неохота громко молиться, когда Алина говорит, возвысь свой голос. Я такой тихий по темпераменту. Я в себя буду орать сейчас. Я в себе буду радоваться, я в себя буду песни для Бога петь. Сбросьте, он говорит, с себя грех, легко запутывающий нас в сети свои, чтобы нам терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Если вы спросите, как много я людей знаю, которые сошли с дистанции, я знаю таких людей сотни. И если ты меня спросишь, а как протестировать, на дистанции ли я до сих пор, или я сошел с этой дистанции? А легко. Когда Иисус однажды, к нему подходит один человек, и Библия говорит в дальнейшем, что Иисусу он понравился, он его полюбил. Помните, что это за человек был? Он подошел к нему и говорит, учитель благий. У человека совершенно правильные Божьи идеи в голове. Что мне делать, чтобы мне оказаться на небесах? Хороший вопрос для того, кто пришел привести людей на небеса. Или нехороший? Хороший. И знаете, Иисус ему говорит очень просто. Он говорит, вот он тест. Если ты живешь в этом, то ты на пути в небеса. Что там был за тест, ребята? 10 заповедей. Прикинь. В смысле? Это же Исход, это Ветхий Завет. Это почти как Исайя. Ребят, а все просто. А 10 заповедей.
И ты спросишь, в смысле, а как себя протестировать по 10 заповедям? Я же не убиваю, я же жене не изменяю, я же в принципе хороший человек. А там же помимо того, чтобы убить какого-то человека, есть еще кое-что. И как только человек сходит с дистанции, вот что-то из этих 10 заповедей проваливается в его жизни. Давайте вот вместе вспомним, какие там 10 заповедей есть. Здесь Иисус несколько заповедей перечисляет. И юноша говорит, да я все это с детства исполняю. Он говорит, красавчик, ты на пути в небеса. Вот это тест от Бога, который нам самим надо себе задавать и самим проходить этот тест. Первое, скажите мне, какая первая заповедь? Есть только один Бог, сотворивший небо и землю, который призвал тебя через Иисуса Христа. И Он говорит, почитай меня и больше никого. Раз. Второе. Не делай себе никакого изваяния, идола, никаких изображений, не поклоняйся им и не служи им. 2. 3. Не произноси имени Господа своего попусту, да, в суете. 4. Вау! Прикинь, а уже в тест не попадают некоторые. Те, которые могли сказать, ой, у меня только один Бог, я не поклоняюсь изображениям, ой, я там в суе, там, Господи, Господи, не говорю так. My goodness, ой, я так не говорю. А где ты в воскресенье, чувачела? Прикинь, ко мне люди подходят и говорят, Денис, можно я не приду в воскресенье? Ай-яй-яй-яй-яй. В смысле? Ну тогда приди в следующий раз, скажи, можно я убью человека, Денис? Я же карт-бланш выдаю не исполнять заповеди. Я, что ли, эти заповеди придумал? Ко мне какие вопросы вообще, какие претензии? Я для себя решил, что воскресенье у меня Богу принадлежит. Я в этот день не ем, я не читаю новости, я не смотрю Инстаграм. У меня вот видит Бог. Не открыто ни одно другое приложение, кроме Библии, моих заметок, ну еще мессенджер, какие-то люди пишут, можно я не приду на собрание, чтобы им ответить, я тебе что, Бог что ли такие разрешения выдавать? Я что ли эту заповедь устроил? Я что ли какие-то ограничения там на тебя навязал? Это вообще не мое дело. Это между тобой и Богом. И когда ты просто делаешь решение, делаешь шаг, не жить по этим заповедям, это тест твоей жизни. И ты его провалил. Это не наш путь, друзья. Аллилуйя. Поэтому я не живой, не мертвый, не слепой, не глухой. Я все равно здесь с вами на воскресенье. Прикиньте, вот у многих людей такая ситуация. Например, мужа нет, жены нет. И человек не переживает, что этот человек где-то там дома сидит, телек смотрит в этот воскресный день. Ребят, я бы напрягся, если бы у меня была жена, которая не ходит по воскресеньям на собрания. Следующий уровень, она убьет кого-нибудь. В смысле? Если она одну заповедь нарушает на изи, так она и вторую нарушит. Она вдруг будет мне прелюбодействовать где-то. Вот знаете, мы иногда какими-то другими масштабами мыслим. Мы думаем, ну это заповедь всего лишь фигня. Там один день я там на лыжах катаюсь в горах в воскресенье. В смысле? Братан, это говорит о твоем непосвящении. У меня там великий день, особенный день, там, я не знаю, там, бабушка замуж выходит, мне там надо быть, там, обязательно, там, я не знаю, там, без меня все остановится. Одному брату говорю, ты где воскресенье? Ты прикинь, я работаю в этот день. Я говорю, в смысле? Воскресенье в 7 часов вечера ты работаешь. Ты где такую работу нашел? Необычная работа. Вообще, пилот самолета, да. В Турцию он летает, видать, в своих собственных снах. Че с головой? А там дальше, пятая заповедь. Иисус вообще однажды фарисеям сказал, вы извините меня, лживые люди, потому что вы эту заповедь, вы подмену совершили, вы не исполняете эту заповедь. И сами себя религиозными какими-то вещами оправдали. Вы говорите, можно не поддерживать своих родителей. Главное, вот эти вот жертвы, которые ты родителям бы делал, ты просто их там в ящик положи. И все. И красавчик. В эту сторону нельзя. Я говорю, а следующий уровень, 6-я, какая у нас там заповедь? Не убивай, друзья. Все просто же. А потом не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Это, знаете, это все вот, оно в одной теме все. И когда человек, он для себя допускает, что вот это я могу сделать, вот здесь я тоже могу, вот здесь могу, и вот это могу. И потом этот человек, ему осталось только сказать, ну все, теперь осталось тебе только убить человека, и все, живи в свободе. Друзья дорогие, вот он тест для каждого из нас.
А знаете, вот 9-я, 10-я заповедь мне нравится. Это настолько заповеди, которые, они не то что замылены в нашей жизни, мы даже о них и не помним. Во-первых, там не лжесвидетельствуй против ближнего своего. Это когда мы рот открываем, и мы говорим вещи, о которых мы не в курсе вообще. Мы участвуем в каких-то разговорах, в каких-то обсуждениях кого-то, и потом, знаете, вот если быть честными, отойти со стороны, посмотреть и подумаешь, а зачем мне это? Зачем? У меня такое впечатление, будто бы у меня так много свободного времени. И вот это вот всегда тест того, что я-то на самом деле никуда не бегу. Я вот тот самый человек, который зритель на стадионе. Он смотрит за теми, кто бежит. Я всегда говорю, в церквях есть две категории людей. Одна категория людей, которая что-то делает, служит для Христа. Она спотыкается, сомневается, делает что-то, может быть, неправильно, грешит в том числе, в плане того, что неправильно к людям относятся. Мы учимся всем этим вещам. Когда мы двигаемся куда-то, мы будем делать вещи не впопад. А вторая категория людей, которая никуда не двигается, она просто смотрит за теми, кто двигается, и осуждает их, и надсмехается над ними, и угорает над ними, и тыкает их носом, и говорит, нечего было начинать, потому что ты чмо, и изначально это вообще не твой путь. Но зато красавчик, как ему кажется. А 10-я заповедь, там вообще не пожелай жены ближнего своего, машины ближнего своего, дома ближнего своего, бизнеса ближнего своего. Это я на современный лад все перекладываю. Служение ближнего своего. Радуйся за жену ближнего своего, за машину ближнего своего. Радуйся за бизнес, за доходы ближнего своего. Нет, где он взял это все? Не спит, не ест. У него же другая Ауди была, да, другая. Я хочу, чтобы ты подумал сегодня. На дистанции ли ты вообще? Ты бежишь? Ты куда-то двигаешься? Или ты просто наблюдаешь за теми, кто куда-то бежит, двигается? Вот они, 10 заповедей. Знаете, вот просто прочитай их сам. Домой придешь, жене своей прочитай. Детей соберешь в воскресенье в следующее, прочитай детям эти 10 заповедей, поразмышляйте над ними, подумайте, и потом вдруг ты поймешь, что оказывается в твоей жизни есть какие-то идолы, которые заменили давным-давно Бога. И когда эти идолы тебе говорят что-то делать, и Бог тебе говорит что-то делать, голос этих идолов громче и мощнее в твоей жизни. Вот, например, если бы тебе сказали, каждое воскресенье, когда ты придешь на собрание, тебе дадут $100, все. Ты уже и про бабушку забыл, которая замуж выходит. Про горные лыжи бы забыл. Дружки, которые тебя там куда-то зовут встретиться, пообщаться, которых ты 500 тысяч лет не видел. Ты уже все, ты говоришь, братан, я так занят сильно, что мне не до этого. В понедельник встретимся, в среду, в конце концов, в субботу, но воскресенье – священный день. Если бы Бог тебе сказал, вот ты не читаешь в этот день новости, ты не смотришь ничего в Инстаграме, ты не публикуешь ничего в соцсетях, соответственно, не смотришь ни на что в соцсетях, ты просто читаешь Библию в течение дня, молишься, общаешься на какие-то божественные темы, слушаешь проповедников, приходишь на собрание, поклоняешься Богу, и за это $100 бы ты получал. Вау! Так каждый день 4-я заповедь начнет работать. Апасян, супердуховной личностью станешь. Как один человек говорит, я балдею, говорит, с ребят, которые говорят, я не могу похудеть. Если ему просто вот сказать, вот это не ешь, вот это не ешь, вот это не ешь, и за это тебе будем давать $100. И мне понравилось. Знаете, это мотивация для многих, но это опять-таки идольская мотивация. То есть ты неправильными вещами мотивируешься. Если вдруг ты слышишь об этом тесте, я понимаю, но что нам толку говорить о людях, которые не посещают воскресные собрания, они их просто не посещают, они не слышат меня. Они дома сидят, и они сами в себе. Они сошли уже с дистанции. Это могут быть твои близкие люди. Это могут быть люди, которые говорят, у меня есть Бог, я ему поклоняюсь, у меня свой Бог. Именно что свой Бог, это не библейский Бог. Это придуманный у них Бог какой-то собственный в голове, который, знаете, вот им уже разрешил, например, одну из заповедей не исполнять. Бойтесь таких людей. Потому что завтра ему этот якобы Бог ему позволит еще какую-то заповедь не исполнять. Еще какую-то заповедь не исполнять. И от таких людей не знаешь, что ожидать.